4 февраля Джумалиев был уведомлен о подозрении в совершении преступления. В тот же день Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ на период следствия до 4 апреля. Джумалиев, являясь депутатом Джогорку Кенеша и одновременно фактически владельцем Международного медицинского университета, путем оказания давления и используя свое политическое влияние в лоббировании законопроектов в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности. Лицензионной комиссии первоначально было отказано в выдаче лицензии Международному медицинскому университету в связи с несоответствием установленным требованиям законодательства. Однако под давлением, которое оказывал Джумалиев на руководство министерства, заключение было изменено, и Международному медицинскому университету была выдана лицензия. Кроме этого, сообщается и о фактах незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны Джумалиева и аффилированных с ним лиц. На данный момент установлены 78 объектов недвижимости и различные компании, в том числе торговые центры Таатан, Гоин, образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат, принадлежащие Джумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам, которые ранее были выведены в частную собственность путем приватизации. Напомним, ранее глава ГКНБ Камчебек Ташиев, выступая на заседании парламента, заявил, что каждый коррупционер будет отвечать по закону вне зависимости от того, кто это, депутат или министр. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.